очень сильно напугали, что нельзя использовать фотографии без копирайтов, поэтому все иллюстрации, которые вы увидите, сгенерированы искусственным интеллектом. Это тоже такая примета времени, за исключением это я. Вот, ну, собственно, меня вам уже представили. Единственное, что я здесь буду еще, наверное, использовать ту свою компетенцию, которая связана с международной политикой, то есть компетенцию директора Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО. Ну, собственно, вот избирательные кампании, которые ждут нас в ближайшее время. Праймерис, а затем всеобщие выборы в Соединенных Штатах Америки, Индонезия, Россия, выборы в Европарламент, выборы в парламент Индии, самые массовые выборы этого года, президентские выборы в Мексике, выборы в Великобритании. Ну, на самом деле надо добавить еще выборы в Мажилис и Совет экспертов Ирана. Там вообще запутанная система, потому что у них мы понимаем, что председатель правительства, президент, фигуры более декоративные, все решает Рахбар, глава мусульманского духовенства. У них там очень сложная запутанная система, но в общем окончательное решение принимает как раз Совет экспертов. Но я думаю, что самое интересное в этих избирательных кампаниях даже не только их исход, а конкуренция поколений. Потому что у нас происходит такая интересная штука, что впервые в истории в политике активно участвуют 4 поколения. Ну, поколение мы считаем 20 лет, обычно стандартная история. Мы опираемся на классические работы Штрауса и Хоува, хотя есть достаточно серьезные наработки и наших российских ученых по этому поводу. Но так или иначе, собственно, Карл Мангейм в свое время сказал, что поколение — это группа индивидов одного возраста, члены которой пережили примечательное историческое событие в течение определенного периода времени. Ну, то есть для кого-то таким системообразующим событием была Первая мировая война, для кого-то Великая депрессия, для кого-то Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная война. Для кого-то, например, для моего поколения, я родился в 70-м году, таким поворотным событием был распад Советского Союза. То событие, которое сформировало определенную общность нашего поколения, поколения X, если пользоваться международной классификацией. Для следующего поколения, поколения Y, формирующим событием были путинские нулевые. Это вот именно те самые годы неуклонного экономического роста, роста благосостояния, роста открытости страны, и, в общем, поколение Y сформировалось именно в России, именно в этих условиях. Поколение Z формируется, ну, собственно, прямо сейчас. Если по годам посмотреть, то мы видим, что сегодня у нас в политике активно поколение бэби-бумеров 43-63 годов рождения, поколение X 63-83, поколение Y 83-2003, ну и, собственно, вот выходит на арену поколение Z 2003-2023 года, причем бэби-бумеры никуда не уходят. Судя по всему, если вдруг не произойдет чего-то необычного, на выборах президента США мы увидим конкуренцию 82-летнего кандидата и 77-летнего кандидата. Могут сказать, что вот посмотрите, какие динамичные изменения происходят в Европейском Союзе. И там очень во многих странах пришло к власти поколение X, а где-то даже и поколение Y. Но здесь надо делать одну поправку. Учитывая уровень субъектности Европейского Союза, европейских элит, такое впечатление, что к формальному лидерству пришли бы представители следующих поколений, но те люди, которые реально принимают решения, те люди, которые, может быть, не так публично, ну, собственно, это все те же самые бэби-бумеры, и
учитывая прорыв медицины, который очевиден, я думаю, что вот эти вот 4 поколения будут еще лет 10 вполне себе существовать в реальной политической жизни. Ну, из таких интересных фишек, вот мы сделали такой слайдик, который вы здесь можете видеть. Ценности 4 поколений, ну, наверное, в большей степени привязанные к российским реалиям, потому что это основано на большом количестве исследований, которые проводят и сторонние ученые, те исследования, которые проводим мы, ну, уже мы как Минченко консалтинг. Ну и, собственно, вы можете здесь видеть, что эти поколения очень разные. Коллективисты, оптимисты, ориентированные на такой командный успех поколения бэби-бумеров, люди до 63-го года рождения. Индивидуалисты, прагматики, пробивные, поколение X, которое ориентировано на личный успех и на то, чтобы состояться в профессии. Поколение Y более мягкое, более расслабленное, ориентированное не столько на успех, сколько на атмосферу, на комфорт. Поколение, соответственно, 83-2003 года рождения. И новое поколение, поколение Z, которое только сейчас формируется, это будет военное поколение, я имею в виду вот эту глобальную, так сказать, холодную, а где-то горячую войну, которая происходит сейчас во всем мире. Это поколение психологически гораздо более жесткое. Поколение, которому, кстати говоря, очень хорошо зашел сериал «Слово пацана», потому что у них, опять же, есть такая же тенденция. Мы сколачиваемся в группы, но группы, что интересно, не территориальные, а по интересам. На мой взгляд, не до конца оцененный феномен ЧВК «Рёдан», когда люди по сети, будучи фанатами конкретного аниме, собирались и шли драться с людьми, которые представляют какие-то другие взгляды, какие-то другие подходы, какие-то ценностные матрицы. И иногда эти люди видели друг друга впервые в момент первой драки. То есть это, конечно же, очень серьезно описывает вот это новое поколение, потому что поколение бэби-бумеров это все равно в первую очередь поколение телевизора. Поколение X это поколение социальных сетей, более, так сказать, содержательных, текстовых. Поколение Y это социальные сети визуальные. А поколение Z это поколение геймеров. И это поколение людей, которые живут в метавселенных. То есть их уровень погружения в виртуальный мир принципиально иной, чем у их предшественников, хотя мы с вами понимаем, что любая подобная матрица, она, в общем-то, имеет свои ограничения, и границы между поколениями, в общем-то, достаточно зыбкие. Но что очень важно, мне кажется, и, по крайней мере, чем мы, наша команда, будем заниматься этот год, мы будем смотреть, как разные кандидаты в разных странах пытаются разговаривать с разными поколениями. Ну, возьмем, например, избирательную кампанию в Российской Федерации. Мы не знаем еще окончательный список кандидатов, но мы видим, например, кандидата от КПРФ Николая Харитонова, который относится к поколению бэби-бумеров, но стилистически, по манере поведения и так далее, он скорее даже относится к предыдущему молчаливому поколению. То есть он разговаривает прямо своей такой манерой подачи, он разговаривает скорее даже вот с этим с уходящим поколением таких старых пенсионеров. Но может быть это абсолютно осознанная история, типа зато мы возьмем вот четко этот сегмент, и даже там визуально, как они делают, там на, так сказать, на их агитационных продуктах фото как на паспорт. Типа, а нечего выпендриваться. Вот, типа, я вот так, я директор совхоза.
нормальная история. Владимир Путин, поколение бэби-бумеров, но человек, который пытается разговаривать сразу со всеми поколениями, находить общий язык с ними. Ну и, собственно, это то, что делает сейчас его штаб, выделяя разные, с одной стороны, географические страты, с другой стороны, страты социально-демографические. Ну и вот как раз вот эта вот попытка найти язык общения именно в том числе и с молодежью. Причем, на мой взгляд, у Путина происходит сейчас очень интересная трансформация образа. Я не буду вдаваться в эти подробности, но такое впечатление, что вот раньше у него был базовый образ заботливого правителя, ну то есть заботливый в общении с людьми, правитель, который может дать леща в общении с элитами. Теперь он идет в образ Творца. То есть он как бы пересоздает Россию, потому что, ну, понятно, Россия сейчас пересоздается на каких-то новых основаниях. Очень интересный случай Леонида Слуцкого, который по году рождения поколения X, но по манере поведения мимикрирует под бэби-бумеров. Я такой, начальник традиционного типа. Ну и такое впечатление, что для Слуцкого ближе история того, что он председатель комитета Госдумы по международным делам, а не то, что он лидер партии. Ну и забавный, интересный эксперимент Владислава Даванкова, самого молодого кандидата, который пытается стать таким кандидатом для молодежи. И подобного рода эксперименты, кстати говоря, производятся практически во всех странах. Ну, собственно, забавная штука. Мы в 2015 году выпустили книжку, которая называлась «Как вы выигрывают выборы в США, Великобритании и Евросоюзе». И тогдашний посол Евросоюза в России мне сказал, ну, как бы у вас некорректное название, у вас вообще-то Великобритания член Евросоюза, но через год они вышли, и мы, в общем, все пришло к естественным, так сказать, как мы написали, так и получилось. Ну, в общем, что интересное, на мой взгляд, и что общее, что объединяет вообще сегодня мир. Первое – кризис традиционных идеологий, кризис социализма. И мы видим, кстати говоря, это на примере наших российских выборов, потому что когда больше нечего сказать, как то, что давайте вернем Санкт-Петербургу название Ленинград, ну, наверное, чего-то содержательного здесь очень сильно не хватает. Кризис традиционного либерализма, кризис консерватизма, ну и, собственно, единственная идеология, которая сегодня набирает обороты, это идеология национализма. Чуть попозже поговорим на конкретных примерах. Дальше, на мой взгляд, интересная штука – это адаптация поколений Z и Y, которые живут в мире, который построили бэби-бумеры, а управляют им под руководством бэби-бумеров на техническом уровне X. Ну и, собственно, на самом деле большой вопрос, как в условиях одновременной кампании разговаривать сразу с 4 поколениями, у которых очень разный формат, так сказать, потребления информации. Но важный момент, я думаю, что все-таки большое глобальное противостояние России и Запада – это в том числе и как бы противостояние разных подходов. И, на мой взгляд, очень многие электоральные кампании в этом году будут иметь отзвуком, собственно, вот эти вот две стратегии. Я в этом смысле сейчас опираюсь на доклад агентства «Евразийские стратегии». Это наше агентство, которое ПримГИМО, авторский коллектив возглавляет Андрей Сушенцов. Так вот, как бы есть две стратегии. Стратегия, которую сейчас реализует США, это стратегия сокрушения. То есть сосредоточить большое количество сил и одним жестким ударом сокрушить своего оппонента. Ну, собственно, здесь вот, не буду пересказывать содержание слайда. Здесь есть примеры, как удачные, так и неудачные. И, собственно, мы видим, что эта стратегия не сработала. То есть вот это вот
провоцирования одновременно военного противостояния и санкционного давления, которое накладывается на него, не дало эффект. Ну и, собственно, российская стратегия – это стратегия позиционная, то есть отдается инициатива оппоненту, генеральное сражение откладывается на потом, постепенно накапливаются ресурсы и происходит изматывание оппонента. Ну, собственно, вот это то, что мы видим сегодня. И я думаю, что, ну, если говорить о прогнозах, то это глобальное противостояние затянется минимум до 2025 года. Да? Но это как бы уже первый содержательный прогноз, который я делаю. Дальше. Ну, собственно, в этом году у нас уже произошла очень важная история. Это выборы на Тайване. Почему она важна? Потому что очень многие говорят, что, собственно, очередная мировая война, тут уже можно считать, какой мы ее будем считать по счету, третьей, или Третьей мировой войной мы считаем холодную войну, которая закончилась в 1991 году распадом Советского блока и распадом СССР, тогда это Четвертая мировая война. Ну, в общем, как бы так или иначе, основная идея, что все начнется с Тайваня. Так вот, те выборы, которые там прошли, я напомню, что там одновременно были и президентские, и парламентские выборы, дают мне основание сделать еще один прогноз. В этом году КНР не предпримет попытку военным путем вернуть Тайвань. Почему? Потому что произошла такая интересная штука. Президент проамериканский, парламент прокитайский. Соответственно, и та, и другая сторона могут реализовывать свой курс и пытаться перетягивать одеяло на себя все-таки мирными какими-то средствами, потому что я думаю, что вот как раз или глобальная победа, тотальная победа прокитайских или проамериканских политических сил, она могла сформировать, если не военный конфликт, то как минимум серьезное обострение, но я думаю, что в этом году этого не будет. Дальше, по периметру Российской Федерации, что нас ожидает? Ну, первое, региональные муниципальные выборы в Белоруссии, я думаю, что они пройдут достаточно тихо, контролируемо, учитывая то, что, в общем, режим достаточно жестко отформатировал оппозицию, кто-то уехал, кто-то сидит, кто-то ведет себя тише воды ниже травы, поэтому я думаю, что эта избирательная кампания пройдет достаточно тихо. Более того, но и Запад считает, что лучше лишний раз не дергать, они будут, понятно, вмешиваться, оказывать какое-то влияние, но это будет такая лайтовая версия того, что было в 2020 году. Реальной поддержки попытки смены режима в этот раз не будет. Где будет битва? Битва будет на выборах президента Молдавии, потому что там на данный момент проамериканский парламент, проамериканский президент, но при этом низкая популярность главы государства Майи Санду, очень высокий антирейтинг, оппозиционные главы в целом ряде муниципальных образований, включая столицу Молдавии Кишинев, поэтому там будет горячая точка. И я хочу оказаться плохим пророком, но я не исключаю, что это может быть совмещено с какими-то военными провокациями. То есть я думаю, что Молдавия это то, зачем имеет смысл следить. На Украине подвешенная избирательная кампания, позиция Зеленского откладывать выборы по максимуму, типа нет возможности их провести, но возникла достаточно серьезная оппозиция, которая поддерживается уже внешними силами, но на данный момент ее формальным лицом является мэр Киева Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу. Одним из неформальных, точнее скажем так, в группу неформальных лидеров входит по-прежнему богатейший человек Украины Ринат Ахметов и, видимо, главнокомандующий вооруженными силами Украины Залужный. Зеленский, скорее, это британское влияние, его оппоненты в большей степени американское влияние, но опять же там оно очень сильно распределено, поэтому я думаю, что там могут быть какие-то конфронтационные сценарии, но опять же я думаю, что по крайней мере в этом году у американцев есть возможность для того, чтобы это достаточно
уверенно модерировать. Дальше. Первые за долгое время конкурентные местные выборы в Казахстане. И учитывая тот факт, что кардинального обновления режима не произошло, ну, то есть, грубо говоря, идет постепенная зачистка элит, как бы завязанных на предыдущего президента, я думаю, что Казахстан будет ждать такая медленная регионализация и на местных выборах, вне зависимости от того, через какие партии они будут двигаться, будет идти такой ползучий реванш местных элит, которые в последнее время, в общем-то, были достаточно серьезно загнаны вниз общенациональными элитами. Но вот сейчас я думаю, что регионалы будут пытаться брать реванш. Алиев в Азербайджане на фоне триумфального возвращения Нагорного Карабаха и постепенного дальнейшего отдавливания Армении за счет военного превосходства и за счет более сильных внешних союзов, в общем-то, без проблем изберется на следующий срок. В Грузии у власти не получится реванша команды Саакашвили. Я думаю, что с вероятностью 80% у власти сохранится партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили, который, соответственно, будет пытаться выстраивать такую политику и нашим, и вашим, и с Западом, и с Россией, и с Турцией, особенно учитывая тот факт, что, конечно же, сегодня экономическое влияние Турции гораздо более серьезно, чем оно было даже еще лет 5-10 назад. Но я думаю, что по экономическому весу, наверное, Турция сегодня обладает наибольшим пакетом в экономике Грузии. Вообще такое впечатление, что мы с вами так аккуратненько вернулись примерно в 16-17 век. Ну, то есть произошло такое переигрывание результатов Ливонской войны. Вот те земли в Прибалтике, за которые когда-то Россия воевала против Швеции, они оказались сегодня снова под шведским протекторатом. Какая-то часть земель оказалась под протекторатом польским. И, собственно, сейчас происходит такое переигрывание смутного времени и эпохи руины. И точно так же украинское, я не могу сказать государство, украинские власти, украинские элиты пытаются вернуться в эпоху, когда казаки были таким ЧВК того времени. Вот, то есть как бы попытка стать наемной армией в найме у Большого Запада. Дальше, ну и соответственно, по сути дела, вот Грузия тоже возвращается в орбиту влияния новой турецкой империи. Я считаю, что очень высокая вероятность политического кризиса в Армении и Киргизии, как в формате досрочных выборов, так и в формате попыток очередного государственного переворота. По крайней мере, вот та нервозность, которая сейчас явно транслируется киргизскими властями, говорит о том, что, в общем, там явно произошло нарушение межкланового баланса, и это может в любой момент полыхнуть. Какое это отношение имеет к нам? Ну, на самом деле, самое прямое, потому что понятно, что у нас гораздо больше мигрантов из Узбекистана и из Таджикистана, где более-менее стабильная ситуация, но, тем не менее, какие-то события в Киргизии на нас могут достаточно серьезно повлиять. Ну и, в общем, в Армении, конечно же, мы сталкиваемся еще с парадоксальной вещью, что армянским властям удалось значительной части общества доказать, что в сдаче Карабаха виноват не премьер-министр Никол Пашинян, а виновата Россия. И тоже с этим нам надо, в общем, каким-то образом иметь дело. Ну, собственно, Российская Федерация. Ну, опять же, мой прогноз: Путин около 80, но от кампании абсолютно зависит, кто займет второе место. То есть
Если бы кандидатом от КПРФ был бы Геннадий Зюганов, я сказал бы вообще нет вопросов, второе место у КПРФ. Но в условиях кандидата с достаточно низкой узнаваемостью и низкой идентификацией, такого как Николай Харитонов, в условиях, если они будут активных кампаний Леонида Слуцкого и Владислава Дованкова, я думаю, что любой из этих кандидатов может оказаться на втором месте. Особенно если произойдет переток таких латентно-оппозиционных кандидатов, кому-то из них, но я думаю, что наибольшие шансы их перехватить у Дованкова. Соединенные Штаты Америки. Это, конечно, поразительная штука. О чем говорят социологи? Байден проигрывает любому кандидату от республиканской партии, кроме Трампа. С Трампом у него есть шансы. Но ни у одного из кандидатов, у республиканцев нет шанса выиграть праймерис у Трампа. Собственно, осталось только Ники Хейли. Дальше. Любой другой кандидат, кроме Байдена, имеет хорошие шансы выиграть у Трампа. Но любого другого кандидата, видимо, не будет. И, соответственно, избирательная кампания в США 2024 года это будет кампания конкуренции не рейтингов, а антирейтингов, наложенная еще, в общем-то, на очень специфическую систему выборов, коллегия выборщиков, которая, в общем, не равна количеству получаемых голосов. Причем самое главное, что произошло на выборах в Соединенных Штатах Америки, точнее вообще в политическом процессе США. Убрались просто все табу, которые были до недавнего времени. Ну, большая часть табу. Как минимум нет еще, так сказать, такого глобального вооруженного противостояния. Но заведение уголовных дел на оппонентов без вопросов. Попытка снять оппонента с выборов по надуманным основаниям, как это происходит сейчас с Трампом, и уже в зеркалку то же самое делают республиканцы, предлагая исключить из кандидатов на праймерис Байдена в отдельных штатах, там, где у них большинство. То, что происходит вот буквально в этот момент, бунт губернатора Техаса Грега Эббота, который не подчиняется распоряжениям федеральных властей и использует Национальную гвардию для решения миграционного вопроса, ну, это показательная история. То есть начиналось это все лайтово, массовые акции протеста, у этих Black Lives Matter, у тех шествия к Капитолию. Но, правда, Black Lives Matter никого не наказали, а тех, кто участвовал в шествии к Капитолию или хотя бы участвовал, как бы сочувствовал, соорганизовывал, получили, в общем-то, достаточно жесткие срока. Ну, теперь мы видим, в общем-то, уже эскалацию, которая, на мой взгляд, будет идти чем дальше, тем больше. И я не знаю, кто, во-первых, дойдет ли Трамп до дня голосования. Во-вторых, мы не знаем, дойдет ли Байден до дня голосования, потому что, ну, в общем, состояние здоровья тоже такое нерадужное для него. Но, что я могу сказать совершенно точно, не будет однозначного признания одной из сторон итогов выборов. То есть после избирательной кампании Америка войдет в волну длительного выяснения, кто, собственно, выиграл эти выборы. Но, собственно, за последнее время мы это видели несколько раз. Лайтовый вариант, 2000 год, противостояние Гор-Буш-младший, которое закончилось в итоге решением Верховного суда, и все сказали, ну окей, Верховный суд сказал, ладно. 2020 год, признание результатов выборов, но затем долгие судебные процессы, которые, кстати говоря, закончились ничем. Я, ну, опять же, кстати, вам, как эксперт эксперту могу сказать, очень распространенное мнение среди наших российских экспертов, особенно среди тех, кто не читает по-английски или читает по-английски, но мало читает
о политике в Соединенных Штатах Америки, что типа, ну это же факт, выборы 2020 года были сфальсифицированы. Но нет ни одного внятного доказательства о массовых фальсификациях, там, нарушения, там, проблемы какие-то, да, это было предъявлено. Ни одного доказательства действительно массовых, злонамеренных фальсификаций в пользу Байдена командой Трампа предъявлено не было. Его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно был осужден на очень большой штраф, потому что он обвинял сотрудников избиркома в том, что они фальсифицировали, доказательств не предоставил, ну, собственно, получил достаточно серьезные санкции, там несколько миллионов долларов. Вот. При том, что, конечно же, инструменты воздействия на избирателей у демократической партии были. Ну, просто они это сделали по-крючкотворски, грамотно, эффективно, ну и, собственно, формально это не является нарушением законодательства. Как будут делать американцы в этот раз, большой вопрос. Вот, кстати говоря, ситуация очень похожа на то, что у нас с дистанционными формами голосования в Российской Федерации. Что сделал Трамп в 2020 году? Они сказали, почтовое голосование – это 100% жульничество. Досрочное голосование – это 100% жульничество. Ну и, соответственно, они загнали себя в такую ситуацию, что большая часть их избирателей пришла голосовать во вторник, в рабочий день, а кто-то не смог прийти. А дальше многочасовые очереди на избирательных участках, куда-то не подвезли бюллетени. Является это фальсификацией выборов? Нет, не является. Но человек отпросился с работы на пару часов, пришел, отстоял 4 часа в очереди, сказал, плюнул, ушел домой, все, не проголосовал. Кто виноват? Ну, то есть, как бы, кто мешал, во-первых, минимизировать вот эту вот кампанию по расширению возможностей для почтового голосования, а я хочу заметить, что демократы начали ее за год до, еще ковида не было, а уже была сформирована общественная организация, которая получила несколько сот миллионов долларов пожертвований в общей сложности на то, чтобы на уровне конкретных штатов, муниципалитетов менять законодательство, расширяя возможности для различных форм дистанционного голосования, на то, чтобы создавать дополнительные пункты, прямо общественные организации давали деньги на то, чтобы создавали пункты для разрочного голосования, для почтового голосования и так далее. А республиканцы за этим просто наблюдали и говорили, ха-ха-ха, они занимаются фигней. Ну окей, ребята, получили. Что они будут делать сейчас, с этим большой вопрос. Дальше. Ну, собственно, вопрос, что будет основой повестки дня в этой избирательной кампании. Самое простое, конечно, так сказать, свести к персоналиям. Ваш Трамп ничего не добился, он непредсказуем и вообще он чуть не совершил государственный переворот. А ваш дед на перфокартах ничего уже не соображает, здоровается с пустотой и так далее. И при нем высокие цены на бензин, экономика не растет. Ну окей, хорошо, поговорили. Вот. Соответственно, республиканцы сейчас что делают? Ну, то, что сегодня происходит, то, что происходит в Техасе, что это? Это так называемая технология управления повесткой дня, попытка вывести в качестве основного вопроса вопрос о нелегальной миграции. Ну, тем более, что они, в общем-то, достаточно серьезно в это дело вложились. И тот же самый Грег Эббот, губернатор Техаса, и Рон Де Сантис, губернатор Флориды, они развлекались таким образом, что к ним приезжают мигранты нелегальные, они их загружают в автобусы или даже в самолеты и везут их в штаты, которые возглавляют представители демократической партии. Один раз они даже похулиганили там в Пенсильвании, забыл, как называется, такой берег, где стоят дома представителей демократической элиты, где есть дом у Барака Обамы, ну там это летняя дача. И они прям туда привезли этих мигрантов, сказали, ну все, ребята, хотели в Америку, живите. Дом Барака Обамы вон там. Ну, в общем, тоже так можно развлекаться, ну и, собственно, сейчас они еще эту историю усугубляют. Дальше, на самом деле, у них очень серьезная проблема с наркотиками, причем, что очень важно,
проблема не только с наркотиками нелегальными, но и с наркотиками легальными, которые вполне можно получить по рецептам, и у них эта эпидемия, особенно среди молодежи, в общем-то, является достаточно серьезной проблемой. Проблема безопасности в средних городах и вообще деградации, то есть как бы у них происходит такая история, и на самом деле для нас это тоже вполне может быть актуально, когда крупные мегаполисы вытягивают человеческий капитал, вытягивают капитал финансовый, вытягивают инфраструктурные возможности, и, соответственно, средние города деградируют и хереют. Вот. Вопрос, против кого выступает во внешнеполитической рамке кандидаты: против КНР, против Российской Федерации. Опять же, раскалывающая, в первую очередь, демократическую партию тема конфликта на Ближнем Востоке. Потому что, с одной стороны, демократы поддерживают Израиль, с другой стороны, там есть очень сильная антиизраильская группировка, особенно учитывая тот факт, что у них там среди электората достаточно заметная доля мусульман. Но, опять же, цена союза с Европой. Байден сделал, в общем-то, достаточно серьезную штуку. Он вернул Европу в американское стойло. Но, как бы, логика Трампа: ребята, ну окей, в стойло вернулись, теперь платите за это. И это тоже, в общем, большая интересная история. Ну и на самом деле интересная штука, что темной лошадкой этой избирательной кампании является Илон Маск, который стал и фактором политического влияния через покупку Твиттера, которая называется теперь X, так и с точки зрения разработки технологий, в том числе влияния на массовое сознание. Ну и, в общем, общее ожидание, что эта избирательная кампания в США будет беспрецедентной по использованию фейков и особенно дипфейков. И, собственно, уже в штабах обоих кандидатов, ну, в протоштабах, уже созданы специальные подразделения по противодействию фейкам и дипфейкам. Но я думаю, что, наверное, есть закрытые подразделения по их производству. И, в общем, это будет отдельная большая битва, за которую мы с интересом будем наблюдать, потому что, эта история доедет, несомненно, и до нас. А дальше вопрос такой: будет ли это инструментом влияния? Или станет ли это инструментом вообще подрыва доверия к любой информации, потому что про все, что угодно, можно сказать: да нет, это дипфейк, откуда вы взяли? Все, не верю вообще ничему, верю только сердцу. В общем, цена исхода выборов очень велика. Раскол элит будет только усиливаться. Ну и я уже сказал, что жесткий клинч в Конгрессе и жесткий клинч по поводу определения победителя в любом случае. Ну еще из интересного: выборы в Европарламент. Ну, что произойдет? Видимо, снизится влияние действующего ядра, но оно все равно, скорее всего, сохранит. Будет чуть-чуть больше процент голосов у партий таких правопопулистских. Я не исключаю, что выборы во Франции в Европарламент, поскольку они по партийным спискам, снова выиграет Марин Ле Пен. И это никак не повлияет на власть во Франции. Я не исключаю, что очень высокий результат получит в Германии альтернатива для Германии. Но, учитывая распределение по странам, я думаю, что, в общем-то, правящая коалиция в Европарламенте все равно сохранит свое влияние. Вот. Что интересно, я думаю, что очень серьезно просядут зеленые, потому что у них реально есть и негативные экономические последствия от реализации их повестки, отказа от российских углеводородов, в целом сокращение углеводородов, перевооружение котельных, дополнительные затраты для домохозяйства, переход на эти новые технологии. Но еще важный момент: зеленые, которые традиционно были борцами за мир, вдруг неожиданно стали
самыми ярыми милитаристами, например, в Германии. Анна-Лена Бёрбах просто и ястреб, истребить нечего. Причем, опять же, она по годам рождения вроде бы X, но манера поведения такая очень игриковая, ну, знаете, вот немножечко безответственная. То есть это же забавно было, когда был скандал с плагиатом, когда выяснилось, что книга, которую она якобы написала, на 2/3 состоит из заимствований из интернета. Ей сказали: подруга, ты чего? Она говорит: ну так какая разница, я же тоже так думаю. Ну, нормально. Или когда ей сказали: а что же у вас нет управленческого опыта? Она говорит: я с детьми сидела 2 года на карантине во время ковида. У меня больше опыта, чем у любого чиновника. Знаю жизнь простых людей. Ну вот и вот такой вот стиль, он приводит, в общем-то, к достаточно такому легкому, я бы сказал, безответственному отношению к вопросам внешней политики. Вот. Ну, в общем, Европейская народная партия, я думаю, скорее всего, сохранит большинство. Вот. И существенно, несмотря на рост влияния так сказать, правопопулистов, мы, в общем, ничего принципиально нового в политике Евросоюза в ближайшее время мы не увидим. Но вот как раз следующий электоральный цикл может привести к изменениям на уровне национальных правительств. Я думаю, что самая интересная история – это Германия. Но опять же, мы с вами живем в эпоху, ну, так сказать, в новый железный век, когда политические технологии везде становятся жестче. И я не удивлюсь, что если вот те процессы, которые сейчас запущены, Германия приведет к тому, что они альтернативу для Германии просто запретят, как партию. Ну, пока, по крайней мере, то, что делает правящая коалиция, ну, скорее говорит об этом. Вот. Европарламент Великобритании. Даты мы не знаем, но выборы должны пройти до конца этого года. Вроде бы Риши Сунак сказал, что в мае проводить не будем, скорее всего, где-то одновременно с выборами в США в октябре-ноябре. Я думаю, что вероятность 90% это то, что лейбористы сформируют однопартийное правительство. И, конечно же, большая беда, то, что у нас мы научились общаться с правыми популистами, но не проторены дорожки к лейбористской партии, поэтому я думаю, что мы можем получить, во-первых, дополнительную децентрализацию, потому что там бьют копытом и шотландские националисты, и валлийцы, и так сказать, Северная Ирландия. И с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что, конечно же, есть высокий риск как раз большего американского влияния на политику Великобритании. Вот. И при этом ближе к ЕС, ближе, чем это делали консерваторы. Может быть, знаете, такой формат снова в ЕС без формального членства. Вот. Так, ладно, мы как бы из интересного я просто могу сказать, зачем стоит понаблюдать это за странами глобального юга, потому что население огромное, это будущие большие рынки. Что интересно, цифровизация там произошла до массовой грамотности. Ну, то есть у человека может быть смартфон, он может смотреть в нем видео, но он еле-еле читает, еле-еле пишет, а как бы, ну, при этом уже является пользователем достаточно продвинутых девайсов. Индия с вероятностью 90% власть сохранит Нарендра Моди. Что это значит? Это значит курс на усиление индийского национализма. Видимо, они все-таки действительно переименуют страну в Бхарат. Видимо, они будут, в общем-то, достаточно жестко выстраивать под себя другие конфессии, национальности и так далее, под индуистскую идеологию. Ну и, в общем, я думаю, что у клана Ганди ничего не получится. Вот. Ну и, собственно, мы сегодня видим, что практически, ну, в большей части штатов, где выборы уже прошли, Моди выигрывает. Верховный суд утвердил скандальное решение о минимизации автономии
Джамму и Кашмире, так что, в общем, я думаю, что вот Моди в Индии это как если бы в Германии победила альтернатива для Германии, только еще жестче. Ну, для нас это хорошо, поскольку Индия будет пытаться проводить самостоятельную политику и дальше, и, в общем, дестабилизация индийско-китайских, индийско-пакистанских отношений, что вполне вероятно, особенно в предвыборный период, ну, в общем, для нас тоже хорошо, потому что это дает нам возможность каким-то образом выступать в роли посредника, координатора и так далее. Мексика. Из самого интересного, кто бы ни победил, будет женщина. Вот. И это, конечно же, интересная такая история, потому что одновременно президент, и конгресс, и губернатор, и так далее. Причем Мексика, ну так, 10-я страна по численности населения, и, в общем, я думаю, что это вот интересная штука, да, посмотрим, как вообще работает женская политика в крупной стране, хотя у нас есть, в общем-то, вполне удачные примеры, типа той же самой Ангелы Меркель. Выборы в Индонезии. Ну там, конечно, такая хитрая история, то, что действующий президент ушел, но вставил своего сына в вице-президента к представителю оппозиционной партии. Вот такой вот финт ушами, но я думаю, что там есть риск, что вот этот вот транзит может вызвать большое недовольство, но тоже, кстати, крупнейшая мусульманская страна мира. Вот, ну и еще из прикольного такого наблюдения, вообще как бы такой происходит десятилетие Индии, потому что, смотрите, наполовину индианка Камала Харрис, действующий вице-президент США, Ники Хейли, оставшийся еще оппонент Трампа в республиканской партии из сикхской семьи, Риши Сунак, потомок выходцев из Пенджаба, Вивек Рамасвами, возможный кандидат в вице-президенты США, тоже индус, действующий премьер-министр Ирландии Лео Вардака, тоже из Индии, ну то есть какой-то просто, если бы я был сторонником теории заговора, я бы сказал, что просто вот индусы захватывают мир. Ну не индусы, а как бы люди из Индостана, особенно если к ним добавить еще выходцев из Пакистана. Но самое забавное, конечно, это Хамза Юсуф, как премьер-министр Шотландии. Ну, Садик Хан, мэр Лондона там, и так далее. В общем, выходцы с Индостана просто-напросто рулят, причем действительно занимают достаточно большое место в политике тех стран, где они находятся. Спасибо за внимание. Я так понимаю, у нас есть несколько минут для ответов на вопросы. Если вопросы есть. Картинки супер, есть ответ. Картинки супер, есть ответ. Спасибо. Передам искусственному интеллекту. Да, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Я, если можно, продолжу. Только представляете, пожалуйста. Дмитрий Доброполов, город Элиста, Республика Калмыкия, общественная палата. Спасибо за картинки, действительно. Рикки-тикки-тави, почему там был? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы практически ничего не сказали про Техас. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев уже сказал о том, что, возможно, его прогнозы сбываются. Если можно, эту тему прокомментировать. Рикки-тикки-тави, мангуст и Техас. Спасибо. Ну, Рикки-тикки-тави, потому что говорили о выходцах с Индостана, а как бы мангуст как раз известный там, индийский цикл Киплинга. Я так понимаю, такая логика была искусственного интеллекта. Вот я думаю, что тоже новая профессия будет, когда эксперты окажутся не нужны, будем интерпретировать, а что, собственно, нарисовал искусственный интеллект. Отсоединение Техаса в ближайшее время не будет. То есть, ну, возможно, Дмитрий Анатольевич хороший пророк, но просто его пророчество чуть-чуть отодвинутся во времени. Раскол Соединенных Штатов очень серьезный, но пока он еще не достиг такого накала, чтобы произошло реальное отсоединение Штатов, в том числе и элита Техаса слишком много получает от участия в большой американской экономике и в глобальной экономике в целом для того, чтобы действительно взять отсоединиться. Еще да, пожалуйста. Дайте микрофон. Сколько у нас? Или уже?
Скажите, сколько? На самом деле, я думаю, еще пару вопросов. Вот Пару один у нас вопросов. есть, коллеги. А кто еще хочет задать вопрос? Вот, Давайте сразу, да? ага. Вот Николай, да, у нас. И вот второй вопрос. Извините. Николай Бармыгин, Якутия. Вот ваше мнение насчет очень сильного регулирования в федеральной прессе вот вопросов о мигрантах и вопросов насчет национального вопроса. Ну, давайте так. Вопросы миграции сегодня выходят на первое место в очень многих странах мира. То есть Россия здесь не является чем-то новым. И то, что мы видим в США сейчас, миграционный кризис, еще в большом количестве стран, и это напрямую связано с проблематикой национализма. Потому что говорят националисты по теме мигрантов? Что вы хотите заместить автохтонное население, так сказать, бесправными, менее амбициозными, более управляемыми людьми со стороны. И этот дискурс, он так или иначе воспроизводится там, и у нас, и так далее. Я, кстати, хочу сказать, что, в общем, Айсан Сергеевич Николаев большой молодец. То, как они, ну, по крайней мере, на данном этапе купировали протесты, я так понимаю, уже в связи с этим задали вопрос, с тем, что гражданин России, ну, выходец из Таджикистана, убил человека, ну, вроде там правоохранительные органы быстро все отработали, людям все быстро объяснили, повтора того, что было там несколько лет назад, когда и Айсен, и Сардана Авксентьева вынуждены были выходить и усмирять, так сказать, толпу разъяренных якутских мужчин, ну, слава богу, этого не произошло, но это очень серьезная проблема, и я думаю, что вот нам с вами, как людьми, которые занимаются и публичной, и непубличной политической экспертизой, надо прямо отдельно этим вопросом заниматься, потому что, ну, эта проблема реально существует, она не надумана. То есть сказать, что типа, а давайте мы об этом не будем говорить, и все рассосется. Нет, не рассосется. Да? У нас два вопроса, да, за этим столом. Или один? Два. Калининград еще. Ну дайте женщине. Белгород и Калининград. И завершаем. Спасибо огромное, было все прекрасно. Хотела бы спросить, Белгородская область, Борисова Ирина, что вы можете спрогнозировать, в какую сторону будет раскачиваться лодка на приграничных регионах? Мы сейчас на самом острие, и Калининград, я думаю, тоже об этом хотел спросить. Ну, во-первых, хочу сказать, что Вячеслав Гладков у нас не случайно в 2022 году по результатам голосования жюри стал лауреатом политической премии РАСО в номинации «Губернатор года». Я вообще считаю, что то, что он делает, это просто большое дело. Я восхищаюсь и работоспособностью, и эмпатией, и эффективностью. Но, вот честно сказать, на ближайший год у меня хороших прогнозов нет. Ну, то есть, из того, что я слышу от военных специалистов, грубо говоря, сейчас, в ближайшее время, отодвинуть линию фронта так, чтобы сделать обстрелы и проходы диверсионных групп невозможными, достаточно сложно. Будем надеяться, что реальность посрамит эти прогнозы, но пока я думаю, что более того, такое впечатление, что не имея возможности добиться успехов в прямом военном противостоянии, другая сторона будет использовать как раз более активно тактику удара по инфраструктурам, по населению и так далее, то есть как бы создавая эти проблемы. Вы со мной не согласны, очень хорошо, дай Бог везет. Не согласен. Давайте коротко. Да, а то но у нас сейчас поскольку это диалог был мой перейдет. ответ на вопрос, очень хорошо, что есть другое мнение. Нет, дайте, пожалуйста, следующую. Мы просто зафиксировали, что вы со мной не Давайте согласны. мы кратко вопрос задаем, да? Ясно. Я коротенько. Андрей Баштаков, город Калининград. Значит, следуя песням, в нашем доме поселился замечательный сосед. Вот, сосед у нас с недавних пор стал совсем нетерпимым, это Польша. Вот, и в этой связи хочется ваше экспертное мнение, что нам ждать от этих прекрасных соседей, людей. Ну, лечу к вам, кстати, на следующей неделе. Я думаю, что в военном плане сегодня как бы, уровень
уровень сосредоточения тех военных сил, которые есть у Польши и в целом у стран НАТО, конечно же, фактически делают Калининградскую область заложником ядерного оружия. Ну, то есть как бы единственный способ защитить эксклав, но это только угроза ядерным оружием. Ну, мы, кстати, с вашим губернатором на эту тему разговаривали. Вот, но в целом я думаю, что мы должны пройти через какой-то глобальный кризис, когда мир окажется на грани. Ну, то есть просто вот чтобы мозги немножко встали на место. То есть вот, видимо, должен произойти какой-то новый аналог Карибского кризиса, чтобы вы сказали, все, блин, ладно, нет, давайте не будем. В чем проблема? Решение по Карибскому кризису принимали фронтовики. Фронтовик Кеннеди, фронтовик Хрущев. Люди, которые понимали на личном опыте, что такое война. И их окружение тоже были люди, которые прошли через войну. И вот я боюсь, что уровень деградации современных элит таков, что ну, вот, могут не сообразить. Поэтому, конечно, нас с вами ждет прямо очень непростое время в ближайшие годы. Вот такой мой прогноз. Извините. И крайний вопрос. Вот рука у нас. Так, Эдуард Урожаев, Дагестан, эксперт МОНа. Первый вопрос. Один вопрос, если можно, выберите. Маркетинговые исследования и маркетинговое использование маркетинговых методов Трампу помогло выиграть выборы 2016 года. Вы ничего не сказали о них, как они условия, вот в контексте того, что вы говорите, там, ужесточение методов, рекламных кампаний там, и так далее, и ожесточение информационной, по сути дела, войны. Как в этом плане выглядят эти маркетинговые технологии? Ну, во-первых, мы об этом написали большой доклад, он есть на сайте Minchik.ru, можете сделать, потому что я был там на месте, я общался с представителями и компании Трампа, и компании Хиллари, и с экспертами со стороны, поэтому мы достаточно подробно это все описали, но могу вам рассказать просто один прикол. Когда к Трампу пришла его первая команда, он в ходе избирательной кампании трижды менял команду, они к нему пришли и говорят: вот программа социологических исследований, а вот программа наших появлений в средствах массовой информации, вот целевые группы, которые мы хотим забрать. Он говорит: давайте как все это в помойку. Я буду идти туда, где просто наибольший охват аудитории. Качественные характеристики аудитории мне не важны. Исследования не надо. И праймерис Трамп прошел практически без исследований, продавая свою уникальную индивидуальность. Потом наняли и специалистов по исследованиям, и людей, которые сегментировали и так далее. Но, что я хочу этим сказать? Главное – это индивидуальность. Главное – это харизма. Как говорил в свое время Симонов, там, когда ему говорили, там, культ личности Сталина, он говорит, культ был, но была и личность. Так вот, давайте все-таки вот понимать, что в первую очередь, если вы хотите быть успешной в политике, нужна личность. А на нее уже можно наложить какие-то маркетинговые инструменты. На этом я с вами закончу. Спасибо.